Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня понедельник, 19:30, и на ваших экранах будничный суперпрайм. Не пропустите главного. И с вами я, Дмитрий Аргунов. Начну с того, что в минувшую пятницу прошло заседание Совета при главе Республики Саха-Якутия по развитию детского движения. И накануне еще Нового года прошла информация о том, что глава государства Владимир Путин распоряжением выделяет порядка 2 миллиардов на развитие именно патриотического сегмента детского движения. Значит, вопрос настолько актуален, что говорят уже и на региональном, на федеральном уровне, и о развитии детского движения, о том, какие аспекты должны этому сопутствовать, педагогические, патриотические те же, организационные, идеологические, может быть, какие-то. Мы сегодня решили поговорить с нашей очень сегодня многочисленной и компетентной аудиторией. Мы начинаем. Ну, начать, конечно, хотелось бы все-таки, что там произошло в пятницу у участников того самого заседания Совета. Давайте, кто начнет? Вот, Юрий Петрович, наверное, все-таки, вы там были же? Да. У Егора Афанасьевича Борисова, главы нашей республики, в пятницу прошло совещание Совета по развитию детского движения. Это очень важное совещание, которое было организовано вовремя, поскольку, значит, в 2015 году, в прошлом году, был принят указ президента Российской Федерации об детском движении. И, в принципе, значит, в нашей республике это движение существует давно, после 90-х годов, когда пионеры комсомолия перестали существовать. В 92 году был организован Союз детских общественных объединений. И вот с тех пор работа проводилась, конечно, но тем не менее она то успешно, то благодаря энтузиастам, которые работали в этом движении, шла. И вот Егор Афанасьевич на этом совещании, на совете поставил задачу о том, что, значит, это движение необходимо развивать дальше на государственном уровне. Вот, сказал о необходимости создания нового структурного подразделения, которое бы занимался дополнительным образованием детей. Ну и были поставлены задачи по подготовке кадров, там, по улучшению работы на местах. И поставлена задача, значит, правительству предусмотреть финансовые средства в будущем, значит, по программам и так далее на развитие детского движения. Ну, очень хорошее совещание. На самом деле, вот те все люди, которые здесь сидят, они имеют отношение к практике организации детского движения. Да? Александр, мы вот насчет кадров с вами в сегодняшнем утреннем эфире начали. Раньше, давайте я сделаю таким образом. Так как я все-таки начинал трудовую свою деятельность в должности пионер-вожатого, я сниму вот этот буржуазный, скажем так, галстук, да, и, скажем так, вернемся. Не зависит от какого цвета. Я могу ваш галстук взять и так далее. Это, наверное, у скаутов какой там был желтый цвет, да? У советских пионеров был красный цвет. Это не идеологического плана акт, да? И попытаюсь вспомнить, скажем так, как там было. По-моему, так же. Или нет? Нет. Да. Что-то вот так. Вожатые не забывают, Да. как повязаны. Ну, скажем так, сколько лет-то прошло, ну, нормально так, ага. Выглядит даже вот так нормально. Еще раз говорю, это не идеологического плана, скажем так, выходка, акт. Все-таки ничего плохого в том советском прошлом не было. Мы вспоминали вот хорошие фильмы, да, «Усатый нянь», вот этот, да, когда пионер-вожатый был детям не врагом каким-то педофилом, да, а он был равным с ними, дружил с ними на равных и так далее, и так далее. И вот насчет кадров, вот этот, были там кафедры, которые готовили специально для, ну, нешкольного, скажем так, воспитания, да? Да, действительно. Были кафедры, которые готовили специалистов по воспитательной работе, которые знали очень много и проводили методическую работу среди педагогов, среди учителей всех, готовили актив детский. Вот сейчас у нас вот одна из больших проблем по развитию детского движения, то, что вот у нас кадры. Мы сейчас очень большую работу проводим по кадрам, но вот нам нужно, конечно, и время,
и возможности для того, чтобы кадры подготовить. Да, и потом, раньше система сама готовила кадры. То есть ребенок, который с 1 класса начинал, вступал в октябрята, потом был пионером, потом уже, когда становился комсомольцем, он уже знал, что нужно делать, как нужно делать, что проводить, как с ребятами разговаривать, структуру организации знал, символику знал. Поэтому система подготовки кадров детского движения, она была выстроена. Была выстроена. Давайте примем телефонный звонок нашего телезрителя. Да, говорите, здравствуйте. Мы слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Вас беспокоит Александр Куприянов, город Покровск, Хангаласский Улус. Тренер Куприянов, да? Александр Куприянов. Ага. В прошлом году в конференции подняли вопрос о создании республиканского военно-патриотического центра в Хангаласском Улусе на базе Немигунского аэродрома, где можно было бы детей обучать техническим видам спорта. Уже вот в течение 5 лет Хангаласский Улус проводит очень такой военно-патриотические сборы проводит. Тут Сергей Георгиевич Черных у нас активно участвует. И вот на этих сборах дети в течение 10 дней меняются. Вот этот центр, нам кажется, очень будет эффективным. На сегодняшний день на каком состоянии находится по созданию республиканского военно-патриотического центра? Ну, давайте, поскольку все-таки звучат речи патриотизм и так далее, Сергей Георгиевич, наверное, ДОСААФ — это ваша стезя, но... Основная задача ДОСААФ — это развитие военной патриотики, военно-патриотическое, гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Если подойти ближе к ответу к этому вопросу, действительно, в течение 5 лет на базе Хангаласского района Улуса мы проводим военно-полевые сборы. И вот сейчас прозвучало, когда проводили в ноябре месяце конференцию, попробовать создать и провести республиканские. То есть база, есть опытные педагоги, есть необходимое снаряжение, техника, вооружение. 5 дней мы можем на базе именно Хангаласского района сделать показательные полевые сборы, которые включают в себя проживание в казарме, проживание в полевом лагере, прыжки с парашютом, проведение, сдача нормативов ТО, сдача нормативов меткий стрелок. Мы готовы. Готово. Будет ли? Я думаю, в этом году будет. Отлично, отлично. Хорошо, что мы ответили на первый же звонок очень доходчиво и четко. Давайте мы вернемся все-таки к организации вот этого детского движения. Вот люди сидят, которые, мы говорим, республика в этом отношении, в том, чтобы поднять уровень организации детского движения и так далее. Впереди опять, не планеты всей, а, скажем так, многих регионов Российской Федерации. Да? Детское движение Джулур у нас организовано более 2 лет тому назад. Он успешно, скажем, успешно ли работает? Вот давайте смотреть, каковы критерии признания успешности детского движения. Геннадий. В 2013 году по инициативе нашего Союза детских общественных объединений нашей республики мы предложили Егору Афанасьевичу, чтобы у нас в республике было единое детское движение, которое координирует и объединяет усилия детских общественных объединений, в том числе и педагогов, да, и тех общественников, которые работают в сфере развития детского движения. И все это было услышано и включено в послание Егора Афанасьевича, и, конечно же, президентом республики была поставлена задача об усилении государственной поддержки детских общественных объединений. И, конечно, до этого накопилась масса вопросов в части и кадровой, по финансовой, да, скажем, организационном плане, содержательном плане и так далее. И с 2013 года по поддержке исполнительных и органов государственной власти была проделана большая работа. Но успешность, потому что мы можем сказать, потому что первоочередные задачи были поставлены, выполнены, и сегодня имеется у нас новая символика детского движения, да, которая называется Джулур. Евгения Анатольевна вам может даже представить, какой у нас галстук, какой значок. Можно показать, что есть у нас буклет, книжки по программам, да, по возрастным группам. Мы разрабатываем программы и, конечно, непосредственно работаем с детскими общественными объединениями. Геннадий, справедливости ради, скажем, когда, может быть, идеологически окрашенный прием пионера, оно у всех на слуху, да? А вот когда заговорят в массовом уровне, давайте наш ребенок с радостью поедет в Джулур-лагерь, допустим, да?
Вот тогда, наверное, может быть, будет речь идти об успехе и об чем-то таком святом неком. Да? Давайте мы пожелания нашего телезрителя примем в нашем прямом эфире. Говорите. Моя фамилия Струтинский Александр Иванович. Я занимаюсь под покровительством ДОСАФ с мотокроссом, техническими видами спорта с детьми и молодежью. И вот услышав о распоряжении правительства, о финансовой поддержке этого движения, потому что всегда прерогативой ДОСАФ было патриотическое движение развития технических видов спорта, хотелось бы пожелать Сергею Георгиевичу удачи вот в этих планах и помочь ему в освоении этих средств и помощи всем кружкам и движениям, в том числе и Покровску, ну и намцам и так далее, ну и нам, конечно же, в городе Якутске. Отличное пожелание, Сергей Георгиевич. Наверное, наполняет какой-то жизненной, скажем так, энергией. Возвращаемся еще раз все-таки вот к организационному моменту. Вот школы есть, в которых движение ваше прописалось, да? Оно, начнем вот с Жатая. Вообще, мне кажется иногда, что Жатай такое, чуть ли не, ну, если республика впереди федерации всей, да, то Жатай, скажем так, среди муниципальных образований, он такой твердый, скажем так, пионер. Если образно говорить. Я с вами согласна, да. Да. В нашем поселке есть 3 детских общественных объединения на базе первой школы, на базе второй школы и в центре Росток. Дети занимаются в этих детских общественных объединениях, каждый по своим направлениям. И я думаю, что каждое направление действует достаточно успешно. Ну, у нас еще есть здоровая конкуренция между 2-3 нашими детскими общественными объединениями. Но я думаю, что мы представляем мощную такую силу. Здоровая конкуренция, ну, лишь бы она, скажем так, не выражалась в каких-либо ну, не красящих, скажем так, детское движение формах, типа там пойдем Ну, выясним будем отношения. надеяться, Да? что этого не будет. Будем очень надеяться, что и педагогический состав, и самое главное, организаторы вот этих общественных объединений, они будут здраво, твердо и очень цепко следить за всеми. Детское проявление, вернее, выброс детской энергии нужно контролировать и держать в определенном русле. Вы согласны? Я согласна, да. Ну, для этого у нас есть программы, которые есть в детском общественном объединении, потому что каждая работает по своему направлению. Наше детское общественное объединение в основном работает по направлению «Я наследник земли Аланхо». Поскольку наша школа носит имя Дениса Хрисанфовича Скрябина, и наша была задача увековечить память первого директора первой школы в поселке Жатай. И нужно было найти какие-то способы и средства это сделать, привлечь к вот, сохранению этой памяти. Ну и вот мы решили, что это детское общественное объединение. И вот через детское общественное объединение у нас это получается. Ну, Евгения Анатольевна, не все же дети хотят, мечтают стать педагогами и видят светили, скажем так, педагогики, да, нашей республики, какой-то пример для подражания. Вдруг кто-то хочет стать там, не знаю, стрелком тем же. Есть такая, да, есть такая. Дело в том, что есть, конечно, А вот несколько... универсальный пример, универсальный, скажем так, такой мотиватор, он возможен для разработки? Ну, я так думаю, что нужны преподаватели, которые будут работать по каждому из направлений, потому что это надо учитывать интересы детей. И несмотря на то, что наши дети занимаются по этому направлению, то мы стараемся, конечно, не только в этом направлении работать. Они хотят быть и вожатыми, они хотят рисовать, они хотят много что делать, и поэтому, конечно, мы совмещаем все в одном направлении, но идем как бы навстречу детям все-таки. Их пожелания. Да, их пожеланиям, потому что это важно. Хорошо. Представитель еще одной, скажем, ну, не совсем простой школы, да? Мархинская школа номер 2 и мой давний друг, знакомый, однокурсник, можно сказать, Аян Ильич Васильев. Как у вас вообще с данным вопросом, ну, на примере, может быть, своей вашей школы? Потому что я в Фейсбуке вижу очень часто, что жизнь там общественная тоже кипит, да? Ну, жизнь, безусловно, кипит, конечно, но сказать о наличии отдельной общественной организации пока не приходится. Ну вот, я знаю, что юный горожанин в городе существует 15 лет уже, как, да? Вот, но тем не менее, вот спроси любого школьника города, ты член какой детской общественной организации? Вряд ли он скажет, что я член детского городского движения «Юный горожанин». Думаю, вряд ли. То, что в школах существуют советы самоуправления, всевозможные кружки, всевозможные направленности и так далее, это одно. Но речь же идет сейчас о единой детской организации какой-то, понимаете, да? Вот, и здесь нельзя, наверное, подменять вот эти понятия, да? Одно дело, когда вот, ну, допустим, юный друг милиции, там, да, юный пожарный, там, авиамоделист, там, юный друг, там,
животных там и так далее. Это кружковое такое направление, да? Оно всегда было и в советское время, и сейчас существует. Но я так понимаю, сейчас речь идет же вообще о, Некой идеологической, да? о воссоздании такой единой организационной структуры. Об этом же речь. Да. Чего сейчас нет. Джулур, о котором сейчас речь была, к сожалению, пока еще не стал тем вот этим объединяющим, вот этим таким детским объединением. Вам, как педагогу, что видится, нужно сделать для того, чтобы Джулур именно охватил как можно больше, скажем, масс детей? Ну, во-первых, нужна и, конечно, политическая воля руководства республики, во-первых. Наконец она появилась. Но Джулур до конкретной школы-то он еще не дошел. Вернее, не до каждой школы, скажем так, дошел. Допустим, в городе существует порядка 50 образовательных организаций. Я имею в виду школ, да? О дошкольных учреждениях я сейчас пока не говорю. И я вот буквально сегодня разговаривал со многими директорами школ, со своими коллегами. Многие мне сказали, что Джулур до нас таки не дошел на данный момент. Поэтому существуют всевозможные общественные организации в школах детские, и советы самоуправления и так далее, и Бригантина даже в 31-й школе, и Кристалл в 29-й, и Тускул во 2-й школе и так далее и тому подобное. А чтобы что-то такое единое, но у нас есть юные горожане, еще раз могу так сказать. Давайте я добавлю. Да, Да, конечно. Раньше у нас была пионерская организация, и все, указка шло сверху, да? А с 92 года, когда было в России создано новое детское движение, они выбрали путь развития, то есть вариативно-программный подход. То есть каждая детская организация должен выбрать свой путь развития, да? То есть все это должно исходить от детей, вместе с детьми, ради детей, да? То есть на местах и категория детей, которые заинтересованы в общественной деятельности, они сами должны создавать ячейки, скажем, да? И, конечно, со стороны руководства школы, администрации, наследия города должна быть соответствующая поддержка в создании условий, чтобы дети могли в организационном плане все это дело выстроить. И, конечно, тут нельзя сказать, что ждем кого-то, да? Нужно уже как бы на уровне школы, муниципалитета самим инициировать создание ячеек. И, конечно, здесь все идет на базе школы, на уровне социума. То есть в этом, конечно, должны принять участие не только педагогическое сообщество, да, но и глава наследия, скажем, да, тот же совет бабушек, да, тут совет дедушек, скажем, да, тюльбе. Все вот это вот гражданские институты должны быть вместе, в едином ключе, заниматься социализацией и развитием личности. В свете повышения ответственности родительства, да, мне кажется, что немаловажное значение будет иметь воссоздаваемые вот эти детские объединения, все-таки детская вот эта организация, поскольку, ну, все-таки в чем не откажешь, так это в повышении дисциплины, да, путем данного механизма. Ну, товарищи педагоги. Разрешите? Да. Ну, начну с того, что бесталанных детей, безусловно, не бывает, и наша задача сделать все возможное для того, чтобы развивать их творческие возможности, способности, физические, интеллектуальные, нравственные. И не соглашусь с коллегой в той части, что речь не идет как о таковой организации, куда мы загнали, где узко одно взято направление. Ведь действующее единое детское движение – это инициатива самих детей. Не союза даже, а самих детей, которые проявили инициативу, и дай бог ее поддержал глава республики. И в 2013 году мы провели то, о чем уже было сказано, учредительный слет на базе нашего замечательного центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». На сегодняшний день в республике это детское движение охватывает 759 различных детских общественных организаций разной направленности. Не сужаемся на одно конкретно взятое направление. И физики, и лирики, и экологи, и спортсмены – кто угодно могут входить в это детское движение и входят в него. И поэтому в своем послании Егор Афанасьевич, которое было адресовано Государственному собранию Ултумен, сакцентировал внимание на указ президента Российской Федерации и сказал, что мы в этой части уже имеем определенное продвижение по данному направлению. По подготовке педагогов, Александр Дмитриевич, вы вопрос задали. Давайте мы сейчас вернемся к вашему ответу буквально сразу после рекламной паузы, которая неминуема, как, не знаю, как завтрак на канале НВК Саха. Реклама. Прямо сейчас. И мы остановились на педагогических аспектах объединяющего детского движения. Товарищ первый заместитель министра образования продолжит.
Ну, еще раз к вопросу о том, что у нас эта организация включает в себя, движение включает в себя 759 организаций, и более 75 тысяч школьников Республики Саха-Якутия являются активными участниками единого детского движения. То есть это цементирующий какой-то состав, да? Тех многих, скажем так, калейдоскопа вот этих детских объединений, которые действуют на территории республики. Да, Можно так сказать. можно да? так сказать. Но речь-то, когда и Владимир Владимирович, и Егор Афанасьевич говорит о детском движении, наверное, все-таки примеры берутся либо из советского прошлого, из Всесоюзной пионерской организации, да, либо из скаутского движения, которые, ну, они унифицированы, они четкая иерархия, там, больше такая дисциплина, чуть ли не полувоенная такая, да. Все-таки, наверное, не такая вот горсть, скажем, ярких каких-то детских объединений, а все-таки монолитное такое крепкое. Не совсем соглашусь или совсем не соглашусь, потому что в том же указе прописано, значит, создание общественных объединений по интересам. То есть в самом нормативно-правовом акте президента Российской Федерации указывается альтернатива. То есть нет такого жесткого загнать в определенные рамки. То есть должна быть альтернатива, возможность выбора самим ребенком. Попробовать себя в чем-то, где-то, в какой-то организации, в каком-то направлении, а может быть сразу в нескольких, что зачастую происходит. И Да, молодежная и уважаемый семейная Дмитрий, политика. уважаемые телезрители, добрый день. Хотел бы дополнить и уважаемого Эдуарда Владимировича и всех единомышленников, коллег. Да, действительно, у нас в рядах, скажем, детского движения более 75 тысяч человек, это само собой разумеется. И хотелось бы отметить, что на уровне страны вопрос поднят, приоритет поставлен. Но также хотелось бы подчеркнуть, что в принципе на уровне республики у нас приоритет поставлен давно. И несмотря на то, что об этом мы, скажем, начали говорить с конца 2015 года, но у нас все-таки ведется плановая работа. Да? Это и нормативно-правовые акты, это и, скажем, преемственность членов детских общественных объединений, которые затем перерастают в молодежные общественные организации, это, ну, допустим, такие как СХ КВН, в том же русскоязычный КВН, ну и многие другие. Это сейчас то, о чем что я за такое говорю. трепетное отношение к КВН? Вот Нет, я к примеру, подождите, вы сейчас, когда галстук повязывали, вы сказали, что нет никакой идеологической подоплеки. нет. Я здесь тоже говорю, что нет никакой идеологической подоплеки к КВН. Я как один из примеров, допустим, те же педагогические отряды, которые у нас действуют, работают и работают довольно успешно. Я подчеркиваю то, что у нас работа, в принципе, я не хочу сказать, что да, мы ура, такие молодцы, патриоты и тому подобное, хотя мы такие есть. Я хочу подчеркнуть тот факт, что у нас работа проводится и проводится она планово, системно. Допустим, у нас в том числе подписано соглашение с Институтом развития образования и повышения квалификации по подготовке, значит, по проведению систематических плановых коротких курсов, да, для педагогов, которые работают вот с детскими общественными объединениями. У нас, значит, проводятся значит, плановые системные мероприятия со школьниками, с муниципальными образованиями, с муниципальными образовательными учреждениями непосредственно на местах. И, соответственно, то, о чем мы говорим, об успешности, да, стоит подчеркнуть, что уже было сказано, что Совет был создан в 2015 году, Джулур был создан, соответственно, в 2015 году. Прошло 2,5 года, и в 2013, я извиняюсь, оговорился. Прошло 2,5 года, и общественная организация, она не в принципе работает, она работает и работает хорошо, довольно хорошо. Если бы это не был успех, она бы загнулась, ну, через год-полтора. Ну, согласен, да. Я еще отмечу, что вот количество охвата детскими общественными объединениями это как бы не полностью говорит о развитии детского движения. Мы должны, самое главное, качество, потому что в некоторых населениях, районах есть, ну, большое количество якобы есть, а на самом деле их очень мало. Вот, как сказал наш коллега, да, почему в некоторых школах нету самих активных детей, да? Почему их не формировали? Ну, А где самое главное- организация, где атрибутика ваша, где ваши горные барабаны, хотел спросить, наверное, Да. я надеюсь. Но вот дело не делается с галстука. Дело делается, когда вот начинаешь выстраивать С идеей. линию и план работы. Потом, когда вот дети начинают уже понимать, что изнутри представляет детская организация, детская общественная инициатива, то есть самоорганизация, потом уже можно вот галстуки надевать. Просто так завязать, это у нас так не принято. Геннадий, давайте обратимся к историческому прошлому, когда начинали с атрибутики. Начинали с Начинали с атрибутики. И это огромной силы объединяющий момент. Атрибутика, да? Вот это скауты, шляпы, костры,
вот Дмитрий, эти же извините, галстуки. и так далее. Первые как раз таки пионеры добавлю, тоже как раз люди добавлю, заставляли я снимать. извиняюсь за то, что перебиваю. По атрибутике она у нас есть. Мгм. Говорить о том, что ее у нас нет, нельзя, потому что, во-первых, она есть, во-вторых, она была придумана, да, самими детьми. У нас был конкурс совместно с Министерством образования, да, я помню, мы сидели у Эдуарда Владимировича в кабинете, выбирали, значит, символику, выбирали галстук, цвета, все было проведено, и инициатива шла не сверху вниз, а снизу вверх. То есть дети были непосредственные участники, разработчики самой символики. Затем довольно-таки важный политический момент, что у нас принят, значит, День детского движения в 2014 году, подписан указ главы Республики Якутия, который утверждает 5 декабря ежегодно проводить День детского движения. Говорить о том, что на местах муниципалитеты не знают о детском движении, как Не минимум приходится. нельзя, не приходится, потому что они об этом знают, проводят свои мероприятия, значит, круглые столы, семинары, практикумы в этот день. Помимо Дня детского движения, как уже наша уважаемая коллега со школы номер 2 из поселка Затай говорила, проводится, значит, раз в неделю, у кого-то это может быть раз в квартал, раз в месяц, День детского движения. То есть говорить о том, что дети, будучи в детском движении и не знают о том, что они в детском движении, но это может быть не совсем правильно, потому что есть такие дети, я не спорю, что, возможно, и не знают, что они находятся в детском движении, но говорить о том, что в муниципальном образовании ничего не делается, педагогами дополнительного образования ничего не делается. Алексей, это неправильно. пример приведу такой. Какой-то там молодой поклонник рэпа, допустим, да, если он попадет, скажем так, не скажу, что в стаю, да, в группу, скажем, своих единомышленников, которые в банданах, там, кепках и так далее. Вот где я хочу привести пример о сильной атрибутике. Да? Если, допустим, ребята будут какой-то пляж одеты и так далее, и так далее. Вот есть же смотры строя песни, допустим, да, и есть там многие, скажем, группы, которые в военизированных классах ходят, да? Патриотические клубы по Патриотические группы, да. Их сразу можно, опять же, определить по очень развитой атрибутике. Да? Так что, наверное, все-таки мы все тут единомышленники, мы не оспариваем друг друга, а хотим какой-то консенсус все-таки сделать такой, что как бы там ни было, все-таки и скаутское движение, да, и пионерская организация, это все-таки были очень мощные такие силы, которые, опирались, опять же, вот в качестве примера рэпера, да, и его бандана, в принципе, может быть это. Давайте еще немножко о патриотике. Тоже своеобразная, да? Да. Можно я скажу? Атрибутика. Да, Валерий Алексеевич, давайте. Да, никогда не думал, что эту фразу произнесу. Знаменитый артист наш Евстигнеев, фильм про пионер-лагерь. Когда я был маленький. Добро пожаловать. Да. Или посторонним входом запрещен. Поэтому я тоже хочу сказать, когда я был маленький, вот эта работа патриотическая и военно-патриотическая, она поставлена на уровень выше. Вот я вам хочу ответственно заявить, потому что сталкивался в то время, работал в комсомоле, пришел когда с Афганистана. И скажу, что не только в атрибутике дело, но самое главное идея. Она должна привлекать, она должна быть общая, главная. Конечно же, да, вы правы, моделирование, там, десантники там, или еще кто-то, это все по интересам. Это, да, общая идея. Была вертикаль, что ты сейчас пионер, потом станешь комсомольцем. С комсомольца ты станешь еще кем-то и так далее. И тут стремились проявить себя тоже тимуровское движение. Насколько оно было, сколько фильмов. Вот про фильмы скажу отдельно, что очень мало детских хороших фильмов. Очень мало. Это тоже требует больших денег. Больших денег требует, потому что это, кто-то говорит, пропаганда. А что тут плохого? Пропаганда хорошего. Ведь скажу, что вот сейчас специально зашел перед этим в интернет и посмотрел, сколько же Америка тратит на поддержку некоммерческих организаций, в том числе и детских. Миллиарды долларов потратила. Поэтому 2 миллиарда рублей – это немного, это совсем мало на то, чтобы наши дети не превратились в тех детей, которые сейчас на Украине, чтобы не повторилось то, что они не знают даже, что они знают, что их отцов убили эти фашисты, но все равно поддерживают фашистов. Они не верят в это. Вот самая главная задача – это память, и самая главная задача – идею. Надо внедрить в генетически, как угодно, но убедить, эта идея главная. Коллеги, может, все-таки дело в дозации какой-то информации? Вот сейчас сколько ребенок получает информацию через различные, скажем так, источники? Да? видео он смотрит, скажем так, интернет смотрит. Я не говорю, что интернет зло, да, но
в наше-то время, когда мы все были, скажем так, маленькие, когда я был маленький, да, как уподоблюсь Валерию Алексеевичу, деревья были выше, и все-таки вот те фильмы, которые мы смотрели по программе, да, Гарри Ляхкина, фильмы про войну, да, «Я Хортица», допустим, там, или «Отряд Трубачева сражается», мы их специально подчеркивали, да, когда более-менее поинтереснее вещи шли по телевизионной Подражали, программе. подражали, Да, да. подражали. Или в гостях у сказки. Ну, какая там нравится? Кому-то сказка нравится, кому, скажем так, про войну нравится, про то, как отряд Васька Трубачева сражался. Да? Может дозаться информации. Вот. И Александр говорит, что одна из задач вот этого детского движения, да, ну, я соглашусь с ним, это вытащить из вот этих вот гаджетов, да, когда вот интровертизация происходит, скажем так, в реальные поля, туристические маршруты, да, Практическую деятельность. да, коллектив, вот летние лагеря вот эти, да, школьные лагеря, они же это круглосуточное пребывание детей в коллективе. Это ничего, только поддерживать надо, разве что вот окрашивать немножко. Вот лагерь юных там, Да даже спасателей, юных спасателей, которые да, поваров. Россию спас. Я хочу сказать, у меня девочка, ученица 11-10 класса, сейчас она активный участник движения, и случилось так, что мама не разрешала ей посещать пионерский лагерь, ну, по каким-то своим причинам. И тут случилось, что у нее прорыв буквально в течение 2 лет. Она у меня и во Владивостоке, она ездила сейчас в Крыму, была в лагере, то есть она выиграла эти путевки, завоевала это все своим трудом, не просто так она туда поехала. И она мне сейчас говорит: я хочу в Сосновый Бор, меня пустите в Сосновый Бор, но только меня директор, наверное, уже не пустит, потому что я уже все нормы-то перекрыла, и учиться нужно. Она говорит: вы представляете, Евгения Анатольевна, сколько я времени потеряла, сколько я упустила, что я не была в этих лагерях. Вот понимаете, детям это надо, детям это важно, детям это нужно. И я хочу вернуться опять к тем, что вот мы говорим о том, что должны делать дети. И отличие, во-первых, кружков от детского общественного объединения. Детское общественное объединение, оно работает не для себя, оно работает для других. И оно себя, оно создает, дети создают проекты и привлекают к этой активной деятельности других. Конечно, это трудно, не всем это сложно, не всем дается это. Но сейчас уже, понимаете, вот поскольку мы сейчас в детском общественном объединении уже не первый год, мои дети, что я хочу сказать о них, качество выросло. Вот мы раньше принимали участие в фестивале детского общественного объединения, мы говорили, что мы что-то делаем, и это называется детское общественное объединение. Сейчас это совершенно другой качественный уровень. Мои дети, они четко знают, они знают программу, они знают символику, они знают, как это правильно носить надо, они знают направление, они знают, в каком направлении они работают. Мало того, они создают сейчас программы. Мы сейчас создаем программы, и вот у меня сейчас конкурс идет, и мы хотим участвовать в конкурсе «Лидер». Пожалуйста, участвуйте, вы создаете свои проекты. И то есть они, вот, понимаете, это ведь сложно. Вы попробуйте создать проект за 2 дня, еще, допустим, зная, что там в этом проекте вы участвуете, принимаете активное участие. То есть это очень сложно для ребенка, но он хочет, он знает, и он принимает участие в этом. Принимает свои Работает. решения. Вот Можно обращение сделать? Да? Вот те, кто смотрит телевизор, хочу обратиться, что если вы хотите на местах организовать деятельность детских организаций, загляните в Ужатайскую школу. Как у них правильно, да, вот то, что мы сделали, вот рекомендательные материалы, сохраняя преемственность детских организаций. То есть мы в деятельность должны привлекать с 8 лет. Начальное звено, средний и старший класс. Вот тут прописано, и по программе вот то есть опыт молодцы, есть, очень смело хорошо обращайтесь. Да? Обращайтесь, подскажут, покажут. Постараемся, чем не все у нас прям так в городе прекрасно, Якутске но кто форпост движения Джулур? Какая школа? много. 31-я, пожалуй, да? 31-я? 31-я у нас, 33-я. 31. Не видел, что ребята с 31-й школы все счастливы ходили 26-я в этих школа. галстуках. Ну, там у них есть не символика своя. Там И бригантина. кроме того, есть символика вот единого детского движения, когда вот у нас идут мероприятия единого детского движения, ребята из 31-й школы в том числе одевают и общую символику. 6-я Опять-таки- школа вот очень хорошо Да, очень включилась. активная. 20 числа будет семинар для городских координаторов детского движения по организации деятельности детских организаций. Вы 6-я понимаете, школа, мы 20 орбита, числа. у нас детское общественное объединение «Орбита», но мы действуем под эгидой единого детского движения. Как участники движения. Как участники Да, движения, республиканского. да. Да, Хорошо, то есть что формы плюрализм- могут быть разные, но цель одна. Плюрализм, воспитание вот как на заре ребенка. перестройки говорили, да, одно из любимых слов товарищей руководителей тех времен, отмалчивается товарищ Артур у нас. Мы говорим об атрибутике, мы говорим о патриотизме, объединяющая все вот эти кадетская школа, да, и педагогический состав, Артур работает в педагогическом коллективе
кадетской школы, один из лучших педагогов России. Вот ваше мнение все-таки, поскольку у вас специфическая школа. Да, школа у нас специфическая, но я послушал коллег, у меня мысли какие кое-какие появились, но если по атрибутике, да, скажем, то я думаю, что атрибутика — это выражение какой-то идеи или проявление какой-то идеи. И общественные детские организации на данном моменте, может быть, не имеют какой-то единой идеи, может быть, которая могла бы объединить. И споры чаще здесь, которые здесь возникали, они связаны с системностью, наверное, объединения, может быть, даже единоначалием каким-то определенным под эту организацию. То есть, диктатура какая-то. Да, какая-то определенная. Я не буду здесь применять слово идеология, но слово идея, мне кажется, здесь крайне применимо. Наверное, именно отсутствие идеи какой-то единой и является вот таким, отсутствие какой-то отправной точки. Ну, среди контингента вот вашей школы все-таки идея, она изначально есть. Это патриотизм, это желание вырасти в офицера, желание принести как можно больше пользы Там своей понятно, родине. да, Да? Да, там, да. Вот там, наверное, полегче все-таки, да? Да, там как бы дети уже имеют какую-то определенную цель, да. Мотивированы. Да, мотивированы с определенной точки зрения, поэтому и Вот нам тут как в бы этом легче в области этом очень направлении. большую роль играет, еще раз говорю, пропаганда, фильмы, книги, передачи. Как мы стали десантниками, пошли вот в десант? Мы посмотрели «В зоне особого внимания». Сюда приезжал, кстати, этот артист, который играл там главную роль, вот Галкин старший. Вот, мы с ним встречались, вспоминали это. Это сыграло судьбоносную роль, очень патриотический фильм. Сейчас, конечно, наивный он кажется, там, технический и так далее, как он снят, но нас тогда поразило это. Вот таких фильмов. Сейчас, если про десантников снимают, то это где-то борьба с бандитами, перестрелки. Вот нету вот талантливых режиссеров, нужно и деньги вкладывать, потому что мы охватим, да, какое-то количество новыми пионерами, создадим какую-то идею. Это процесс долгий. А фильм один может сыграть еще больше заразительнее. Дмитрий, Я скажу больше, нет детских приключенческих фильмов. Да, они должны быть интересны. Я вот конечно. хочу сказать, что мы начинаем год кино в Российской Федерации, да, но мы летом 2015 года создали вот совместный проект, художественный фильм, детский, да, тут сыграли дети, адресовано детям республики. Конечно, сложно. Вот в наше детство очень много сказок транслировали, в фильмах, где главными героями являются пионеры. Да, вот сегодня нет. Включи ТНТ или НТВ, да, там все интересно про убийства, про какие-то факты и так далее. А вот, оказывается, новая опять технология, оказывается, вот это вот через фильмы мы можем вот эти ценности, мы которые хотим привить детям, да, можно через фильмы, через фэнтези, через музыку все это передавать детям. Вот на народной инициативе Фэнтези-то, наверное, мы это создали. сильно сказано. Но да? это очень дорого, оказывается, и не может заработать, накрыть расходы, из-за этого как бы А можно вам в Российской вопрос задать? Федерации у нас... А что вы считаете качеством патриотического воспитания? Вот качество. Вот прозвучало несколько раз. Сейчас качество улучшилось. Что такое качество? Я вот для себя качество, когда по школам хожу, задаю вопрос ребенку, что такое Родина, и он не может ответить. Вот. Для меня это вот качество. И что? Даже после урока мужества, когда формально проведен, учителя многие стараются, но их уровень не позволяет так, чтобы у детей осталось... глаза загорелись, что-то, рассказы о герое. Тут надо уметь, это надо подготовиться, очень сложно это сделать. И вот качество. А тут можно, по всей школе проводят, и вот если посмотреть, не везде качество. Вот я хочу вас спросить, что такое качество патриотического воспитания? Воспитание чем-то вот определить невозможно, да, то есть воспитание, оно идет как бы протяжении жизни, да, нужно воспитывать ребенка, нужно воспитывать молодого специалиста, нужно воспитывать молодую маму, молодую папу и так далее, да, поэтому... Но это уже дискуссия у нас пошла Да. по воспитанию. Я просто... Да, вот измерить чем-то невозможно. Ну, я так Ну, думаю, проявление- мне кажется, можно Дмитрий, по единственное, можно патриотическому сказать можно о том, дальше вставить я, немножко? может, добавлю, я хочу сказать, что мне кажется, вот и вы сказали о том, что отношение самого ребенка после того, когда он был на этом классном части, когда он побывал где-то, Да, и вот он если запомнил. он запомнил и он захотел дальше что-то делать, например, Ну, да, по крайней мои мере, дети сопереживает человек, сопереживают. сопереживание. Вот нам посчастливилось в этом году, нас пригласили на родину, не на родину, извините, а на место захоронения Дениса Хрисановича Скрябина. Мы побывали на озеро Ильмень. И вот дело в том, что дети, когда они поняли, когда они вот побывали там, когда они Коллеги, взяли эти давайте мы камни, сейчас по качеству, патриотизм Да. через качество воспитания, мы буквально сразу после рекламы, опять же, нас перебивает. Дело такое. И у нас третий завершающий блок нашего прямого эфира, который посвящен
вопросу централизованной детской организации и повышения уровня патриотизма путем механизмов вот этой самой детской организации. И мы остановились на вопросе качества, да, который Валерий Алексеевич задал. Все-таки качество, возможно, говорить, вот раньше, если Советский Союз, это идеология и так далее, это патриотизм, любить свою страну, вот это было мерилом качества, да, то сейчас, ну, не знаю, при уровне, скажем так, нынешней идеологии, что может быть? Вот хочу согласиться со своим коллегом, с Валерием, что сейчас патриотическое воспитание, оно практически, ну, не на высоком уровне, скажем, да? Среди молодежи, среди студентов бытует такое мнение, что надо валить из этой страны, валить из Рашки. Есть такое выражение, да? В интернет зайдите. Да, это все присутствует. Я буквально в прошлом году на уроке государственности спросил, кто такие были Зоя Космодемьянская и Александр Матросов. Десятиклассники мне не ответили. Понимаете, да? Вот они проблемы, где находятся, Вот на самом низу. Да? И все же я бы хотел не изобретать велосипед. Нужно возрождать единую детскую организацию именно на организационной основе пионерии, которая существовала в советское время. Конечно, без идеологической составляющей, без политики совершенно. Все лучше взять. Должно быть патриотизм, коллективизм, взаимопомощь, уважение к отечественной истории и так далее. Именно вот эти вещи должны культивироваться. Вот. И, конечно, очень важна здесь атрибутика. Когда коллеги говорят, что это вторично, для детей 10-летнего, 12-летнего возраста, это очень важно. Тот же значок, тот же галстук, тот же головной убор и так далее и тому подобное. Это очень важно. И я к чему призываю? Чтобы наше вот это создаваемое единое детское движение, оно, наверное, взяло все хорошее организационное, что впитала в себя вот пионерская организация в свое время. Надо воссоздавать именно эту пионерскую организацию, но без идеологии. И делать вот это членство в этой организации привлекательным. Вот. Да? Вот если состоишь в организации, ходишь походы дальние, да, а так, если родители захотели, а почему вы боитесь слова идеологии? И оно слово происходит от идеи. Мы сейчас говорим, нужна идея, но имеется и в виду без принадлежности к одной политизированной, скажем так. Да, политической силе. Вот о чем я хотел сказать. Политика, это по идея. Качеству патриотизма, если определить, то для определения качества нужны какие-то критерии тогда патриотизма разработать, или критерии уровня воспитанности. Как определить? Мне кажется, это достаточно сложно. А вот если бы, например, по моему мнению, например, уровень патриотизма, да, например, как измерить качество, например, после, например, того же какого-нибудь мероприятия или классного часа, или там военно-полевых сборов, ребенок должен что-то сделать. Именно в деятельности проявляется патриотизм. А чувство, которое возникает, оно, знаете, как любовь там через день может пройти. Чувство — это не критерий, показатель уровня патриотизма, а именно дело конкретное. Поступки. Простой какой-то конкретный поступок. Да? У нас вот больше всего, да, мы связаны, вот, допустим, ДОСААФ, это, ну, дети, проще говоря, республика Шкит, тянутся трудновоспитуемые подростки, те, кто не чувствует какую-то поддержку, в школах не нашел, где-то еще. Любовь, опору. Да, вот Струтинский Александр Иванович, у него с 12 лет занимаются, там самоуправление, это спортивно-технический клуб. Возят с этими мотоциклами, ездят по всей стране, кстати, до Владивостока доезжают. Но они возвращаются победителями. Мы представляли республику, выехали. Теперь в Титарах у нас американский истребитель в 1943 году потерпел катастрофу. Здесь у нас ученые, вернее не ученые, историки наши, не мог. Ребятишки 6-7 класс пошли, откопали этот истребитель, доказали, принесли эти таблички. То есть вот, это и коллектив. Это и идея, это и наследный, будем говорить, патриотизм. Это мой наследник, это у меня. Это и есть по республике, я уверяю вас. Я вот говорю, вот это и есть по республике. Это и есть организация. Ваша задача, нас просто объединить. Я бы хотела добавить к тому, что вы сейчас вот говорите о том, что патриотизм это вообще мужское начало, я буду говорить так, да? А теперь давайте вернемся к школам. В школе работают одни женщины. Патриотическое воспитание должен проводить мужчина. Если... Ну, глядя на состав, я не могу я сказать, понимаю, что но в основном вы говорите о том, что мотокросс. Правильно. Женщина не пойдет в мотокросс. Это Не пойдет руководство на военную вот, базу, не пойдет проводить, извините, термины неправильно, наверное, говорю, но я хочу сказать, она не сможет мальчиков, вот этих мальчишек, у которых есть проблема значит, в семье, проблема в общении. Должен быть мужчина, который поведет их за собой. Это большая проблема сегодня в школе. И я думаю, что это очень важно. Я считаю, что проблем очень много у детского движения.
Каждый старается на своих местах, значит, как-то По-своему. по-своему. Значит, мы все с вами представители пионерской организации. А вы говорите о том, что нужно создавать снова. Вы понимаете, что уже вот создано, это надо развивать. Мы с вами сейчас опять сломаем одно, опять начнем другое. Надо к чему-то, надо уже что-то есть, и вот его надо двигать и создавать. Я Прибиться думаю, к что какому-то берегу, к какому-то правильно. берегу, это первое. А во-вторых, нужно, мне кажется, все-таки, если где-то нет, и если нет этого движения, то нужно обратиться. Оно есть, значит, нужно пойти, протянуть туда руку и, значит, посмотреть, что там есть лучшее, взять для себя. Пожалуйста, все, можете пионерскую, можете любую организацию сделать, но самое главное, чтобы дети были там, и интересно было им, и был руководитель, который их поведет с собой. Я так И думаю. самое главное, чтобы шла работа. Не просто завязали галстуки, мы вот представители яркого движения, а чтобы была деятельность. Деятельность и работа есть, извините, товарищи. Просто У нас вот есть целая... я извините, вот Геннадий хотел Иванович. сказать мысль, да, вот когда мы хотим, вот предлагаем ребятам, да, вот там, где нету детского объединения, они вот не понимают, что такое детское движение. И как они могут сразу включиться. Поэтому я вот предлагаю, нужно в организационном Они плане... информированы, уверяю вас, Геннадий, они информированы. Да, Алексей, по патриотизму у нас есть целая подпрограмма, да, в рамках нашей государственной программы реализации семейной демографической молодежной политики Республики Саха-Якутия на 14-19 годы. Это патриотическое воспитание. У нас заложены, соответственно, финансовые средства. Да? Если мне память не изменяет, это 25 миллионов, из них 18 миллионов идет как раз-таки на субсидию муниципальным образованием по проведению мероприятий патриотического воспитания. Принято постановление правительства, которое как раз-таки четко определяет, по каким направлениям можно тратить вот эти вот субсидированные финансовые средства. И вот что касается, вот сегодня очень много говорили про технические виды спорта. Министерство спорта в том числе поддерживает, скажем, развивает и поддерживает технические виды спорта. Там тоже заложены свои финансовые средства. И говорить о том, что да, есть проблема в школе, да, действительно мало мужчин в школах, но у нас есть мужчины и вне школы. То есть школа это одно, а детское движение, патриотическое воспитание это еще и также работа вне школы, вне социума. У нас, конечно, извините, Дмитрий, у нас большое, конечно, влияние, большую роль играет наше Министерство образования и образовательные учреждения, подведомственное Министерство образования. Но также нам всегда идут навстречу учреждения Министерства спорта. Мы сейчас работаем над тем, чтобы привлечь к этой работе и учреждения Министерства культуры, ну и многих других социальных объектов, которые есть в каждом муниципальном образовании. То есть работа, она ведется. Мы сейчас, вот не знаю, как-то обсуждаем. Никто этого не оспаривает, Алексей. И не надо посыпать голову пеплом и говорить про кадровый состав, что ностальгируем по социалистическому прошлому, но уверяю вас, что по половому признаку существенных изменений нет. Более того, работа проведена. То есть усатые няни, это реальность, да? По повышению статуса педагога, по повышению заработной платы в рамках реализации майских указов колоссальная работа проведена, и работа педагогов является привлекательной. И одна инициатива, что в рамках гражданского форума, который прошел в рамках елки главы традиционной, у нас инициатива, которая поддержана Егором Афанасьевичем, высказана нашими ребятишками о создании детского городка. Работаем мы над этим проектом, поддержка правительства в этой части имеет место быть, и то, что техническое направление надо развивать, и много было сказано о патриотическом воспитании, мы этим вопросом будем дальше заниматься. Юрий Петрович, давайте ваше мнение. Ну, я хочу сказать, что действительно вот единое детское движение, оно существует, работает, но хочу сказать, что наша задача, да, вот организаторов в лице Министерства молодежи, которое занимается организационными вопросами, в лице вот Министерства образования, которое имеет штаты, которые непосредственно в школах работают, проводится большая работа для детей. Но задача единого детского движения объединить все это в одно движение, вот, в одну задачу и так далее. Вот, я на совещании у главы говорил о том, что вот, допустим, на уровне республики у нас в плане организации, конечно, работа проводится больше, чем на местах. Вот сейчас вторая Махинская школа вот говорит, что у них особо это не чувствуется и так далее, что не организовано. Вот действительно такие точки есть. Наша задача, значит, в будущем, чтобы дойти до каждой школы, до каждого школьника, вот те вот желания детей разбудить и так далее. Дети хотят очень многого, действительно. А мы должны, взрослые, все это организовать. Они сами все это организовать не смогут без нашей помощи. Конечно. Поэтому наша задача вот помочь детям, чтобы они стали активнее,
вот участвовали во всех этих проводимых мероприятиях, и от этого была польза реальная. Буквально пару слов тоже в завершение. Главное, я считаю, что вот качество этого движения будет, это желание детей вступить в эту организацию. Я сейчас вспомнил, что тех, кого не принимали с октября в пионеры, они плакали, они рыдали. Вот это вот одно из качеств, что должны стремиться в эту организацию. Отлично, отлично. И буквально в этом море мнений, которые сегодня 10 участников, 10 мнений различного плана, мы должны узреть все-таки ту самую истину, которая должна лечь в основу организации с учетом всех новых реалий Объединенного детского движения республики. Спасибо всем участникам, что пришли. Вот эта запись, она сохранится, она будет какой-то как бы программной вехой. Мы будем смотреть и черпать что-то для дальнейшего развития вот этого самого детского движения. До встречи.